В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Недомогание после школьного обеда. Учащиеся Мегино-Кангалахского района проходят лечение в больнице. В селе Битюнь Амгинского района ввели новое здание врачебной амбулатории. Подробнее о новшествах. Жители Горного Алуса связали теплые носки для участников СВО. Так прошла благотворительная акция «Поделись теплом». Эвакуированные из приграничья смогут устроиться на работу без дипломов. Жители, которым пришлось эвакуироваться, или те, кто вынужденно не работает из-за простоя предприятий, смогут устроиться на другую работу без предъявления документов об образовании и квалификации. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, зачастую у эвакуированных не оказывается при себе документов. К тому же многим пришлось покинуть место проживания, не успев уволиться. Срок службы военных и полицейских в районах Крайнего Севера для сохранения пенсии при переезде предложили снизить до 6 лет. Законопроектом предлагается уменьшить требуемый срок службы с 15 до 6 лет в районах Крайнего Севера и с 20 до 8 лет в приравненных к ним местностях, при наличии которых пенсия, включая надбавки, будет выплачиваться в случае переезда в прежнем размере. В Кабмине, изучив инициативу, отметили, что документ нуждается в доработке. Учащиеся Харанской спортивной школы Мегино-Кангалахского района пожаловались на недомогание в районную больницу после школьного обеда. Симптомы у всех схожи – тошнота, рвота, боль в животе. С 5 октября заведение закрыто на карантин. Школьники с 1 по 11 классы переведены на онлайн-обучение. На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. Они проходят лечение в детской районной больнице. В школьных помещениях проводят дезинфекцию. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования. Прокуратура Мегино-Кангалахского района организована проверка по сообщению об обращении в учреждения здравоохранения более 20 несовершеннолетних детей. Мной осуществлен выезд в Харанскую спортивную среднюю общеобразовательную школу. Проверка проводится с привлечением органов контроля. Предварительно установлено, что дети, учащиеся спортивной спортшколы, обратились в больницу с жалобами на боль в животе, рвоту, им оказывается соответствующая медицинская помощь. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания несовершеннолетних и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования. С начала СВО медицинскую помощь получили более 2000 участников спецоперации. С апреля текущего года запущена диспансеризация. Каждую субботу в первичных медицинских организациях республики военнослужащие могут пройти все основных медицинских специалистов. По поручению главы республики на новые территории периодически выезжают медицинские специалисты из Якутии, которые оказывают медицинскую помощь. Якутские врачи оказывают не только практическую помощь для населения города Докучаевск, но активно делятся своим опытом со специалистами Центральной городской больницы. Внедрены лапароскопические операции. На сегодня проведено более 60 лапароскопических операций. Постоянно проводятся встречи, беседы, консультации с ранеными якутянами в медицинских ротах, взводах и расположениях воинских частей города Докучаевск и близлежащих селах. В селе Битюнь Амгинского района в работу ввели новое здание врачебной амбулатории. Новая амбулатория отличается наличием дневного стационара, также кабинетом неотложной помощи. Новая больница оснащена всем необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью. Это уже 5-е медучреждение в районе, введенное в рамках национального проекта здравоохранения. В следующем году ожидается ввод нового здания поликлиники на 200 посещений в смену. Врачебная амбулатория, она вот светлая, она оснащена всем современным оборудованием. Есть здесь кабинет оказания первой медицинской помощи. Оно оснащено полностью, вплоть до наложения, вот, например, гипсов, да, и так далее, и так далее. Первая неотложная помощь, которая нужна для человека. Ну и затем есть здесь кабинет терапевта, фельдшера, да, кабинет акушера-гинеколога.
В стационаре города Покровска полностью обновили операционный блок хирургического отделения. Ремонт здесь не проводился более 10 лет. Блок состоит из 2 помещений, предназначенных для проведения как плановых, так и экстренных операций. В процессе обновления старый кафель заменили на панельные стены, что значительно повысило уровень стерильности. Обновлено светильное оборудование и установлены новые аппараты. Заменились операционный стол и установили кондиционер. Реконструкция была выполнена за счет средств районной больницы и ОМС. В операционной проводим достаточно широкий спектр экстренных операций, некоторые плановые операции. Из последних обновленных операций это операции на сосудах, на варикозной болезни нижних конечностей. Проводим лапароскопические операции, травматологические операции. В неделю проводим около 5-6 операций, в год это около 350 операций. Обновленный оперблок, конечно, улучшил работу в плане стерильности, в плане комфорта для пациентов, и в плане в целом для работы оперблока. В Якутии активно развивается система подготовки кадров для нефтегазовой отрасли, начиная со школы, заканчивая вузами и предприятиями. В регионе создан нефтегазовый профессиональный образовательный кластер. Так открыто 7 Роснефть-классов, где школьники углубленно изучают профильные предметы и проходят профориентацию. Помимо этого, нефтегазовые компании оборудуют брендированные аудитории в техникумах, готовя специалистов для своих предприятий. К примеру, Сахатранснефтегаз сотрудничает с Алекминским техникумом. В СВФУ открыта аудитория ЕТЭК, где студенты изучают реальные кейсы. До 2028 года планируется создать более 20 тысяч рабочих мест. День учителя для жителей села Булус Намского района стал незабываемым. В этот день забили первую сваю школы-сада. Здание средней школы 1972 года постройки находилось в аварийном состоянии. Совсем недавно школу снесли полностью, дети учатся по другим объектам. Первую сваю будущей школы забили на территории старого здания, что очень радует жителей. Новый объект будет двухэтажным. Школа рассчитана на 60 мест, детский сад на 30. Вот планируется в 2026 году. В данной школе я работаю с 1985-1986 учебного года, преподаю русский язык и литературу. Очень люблю свой предмет, детей, своих коллег уважаю. Очень много прошло за эти годы коллег, да? Молодых и опытных. Но это радостное событие ждала вся деревня и долгие годы, и поэтому мы очень ждем, надеемся на скорое и счастливое завершение этой работы. Во время декады пожилых людей в селе Берджигистях прошла благотворительная акция «Поделись теплом». Привлекли пенсионеров и всех желающих жителей Горного Улуса. Благодаря Центру общения организована рабочая площадка, где ежедневно вязали теплые носки для бойцов СВО. Участники отметили предпринимателей Улуса, которые безвозмездно предоставили материалы для работы. Очень даже замечательно, что вот я первый раз вот пришла на это вместе сюда вот, потому что какие-то все дела, то заботы, то дела, то здоровье, что-то надо заняться, а вдруг вот что-то во мне пробудилось это, и поэтому вот мы собрались здесь, и я даже очень и общаемся, и вспоминаем, и былые времена вспоминаем, и, конечно, и новости обсуждаем, которые вот сейчас идут там на СВО. Конечно, бывает и печально, и обидно, что это вот так случается, но мы выстоим, мы победим, и мы вместе. В Усть-Нерском центре детского творчества «Пегас» второй год работает обучающая швейная мастерская для девочек с 11 до 17 лет. Основная задача педагогов – развитие творческих навыков и возможность освоения первой профессии. Подробности далее. Каждая девушка хочет выглядеть индивидуально. Достигается это во многом благодаря одежде. Поэтому открытие в Центре детского творчества обучающей швейной мастерской обрадовало многих.
С сентября 2023 года мы подписали соглашение с Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия о том, что мы можем обучать практической части детей на базе нашего центра, а теоретически на платформе цифровой самого Центра опережающей профессиональной подготовки. И, получается, дети получают образование уже первой профессии, не выезжая из нашего района. Мы выдаем благодаря этому центру свидетельство государственного образца. Сразу после окончания школы и получения свидетельства они могут приступить к должности, соответствующей свидетельстве. Как рассказала нам педагог дополнительного образования София Игнатьева, в прошлом году мастерскую посещало 15 старшеклассниц. С начала этого учебного года к занятиям приступило уже 14 девушек. В прошлом году девочки все у меня сшили шоперы. Потом вторым изделием у нас некоторые сшили спортивные штаны. И одна девочка сшила юбку в бельевом стиле. То есть у каждой вышло по 2 изделия. И одна из девочек, старшеклассница, получила сертификат, остальные получили свидетельство. На занятиях педагог научит правильно снять мерки, сделать выкройку, объяснит все, что нужно знать о тканях и швейном оборудовании, поможет освоить современные технологии работы и изучить модные тенденции. Я хочу, чтобы каждая девочка выбрала для себя изделие, и мы подберем, и каждый индивидуально будет шить свое изделие, чтобы не было одинаково, потому что вот сшили одинаковые штаны, и не всем это понравилось. То есть они вышли из одинаковой ткани, одинаковый примерно фасон. Я вот хочу, чтобы было более-менее разнообразно. Получить вместе с аттестатом еще и свидетельство государственного образца – это уже хорошо. И даже если это не станет профессией, пригодится. В жизни всегда ценились умелые руки. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Усть-Нера. Утвержден график выходных и праздничных дней в 2025 году. Так, новогодние выходные начнутся 29 декабря этого года, а завершатся 8 января. Работать россияне будут всего 2 дня после каникул – 9 и 10 января. Самые длинные праздничные выходные также намечаются в мае с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. 4 дня выходных ожидается и в июне в связи с празднованием Дня России с 12 по 15 июня. 3 дня будем отдыхать в ноябре со 2 по 4 число. При этом 1 ноября, суббота – это рабочий день. А 23 февраля и 8 марта и так будут выходными днями. На этом выпуск подошел к концу. До встречи в эфире.